Urok 6. Padeži, pazježi. Imenitelni nominativ kto, što. Употребляется без предлогов. Родительный генитив кого, чего. Употребляется с предлогами. Употребляется с предлозima. Без у, да, от, с, около, из, возле, после, для, вокруг. Дательный датив кому, чему. Употребляется с предлогами к, по. Винительный аккузатив кого, что. Употребляется с предлогами в, за, на, про, через. Творительный с кем, с чем. Употребляется с предлогами за, над, под, перед, с. Предложный о ком, о чем. Употребляется с предлогами в, на, о, об, або, при. Звательный падеж по форме идентичен именительному, полностью утрачен оригинальный звательный падеж в форме старорусского языка «человече врачу», однако можно выделить новый звательный, включающий разговорные формы некоторых имен петь, Саш, Тань и тому подобное, и нескольких существительных. Vokativ je po obliku identičan nominativu. Izvorni vokativ je potpuno izgubljen, oblici staroruskog jezika, međutim može se razlikovati novi vokativ uključujući i kolokvijalne oblike nekih imena, peć, saš, tanj i tako dalje i nekoliko imenica. Именительный падеж «кто, что» является единственным прямым падежом в русском языке, употребляется в качестве главной части предложения. Номинатив падеж «ко, šta» je jedini pravi padež u ruskom jeziku koji se koristi kao glavni deo rečenice. Родительный падеж «нет, кого, чего» определяет принадлежность, родство и некоторые другие отношения. Genitiv nema, koga, čega određuje pripadnost, srodstvo i neke druge odnose. Дательный падеж «дать кому, чему» определяет конечную точку действия. Датив «дати» kome, čemu određuje krajnju točku radnje. Винительный падеж «вижу, кого, что» обозначает непосредственный объект действия. Акузатив «видим, кога, šta» означава непосредni предмет радnje. Творительный падеж «творю, с кем, с чем» определяет инструмент, некоторые виды временной принадлежности ночью. Instrumental stvaram sa kim, sa čim definiše instrument neke vrste vremenske pripadnosti noću. Предложный падеж думать о ком, о чем, локатив misliti o kome, o čemu.